А скажите, пожалуйста, как у вас сейчас проходят курсы? Уже, наверное, можно какие-то итоги подвести, да? Ну, вы знаете, про итоги я стараюсь вообще как бы не говорить, учитывая, что пока еще пьесы не дописаны, просто видно, что есть некоторые тенденции. Ну, у вас Каждый 11 пишет сейчас по-своему. слушателей, да? И они 13. 13. И они, каждый из них уже написал свою пьесу, да? Нет. В черновом варианте. Нет. Пьеса — это достаточно большой организм, то есть он за такой короткий срок пишется крайне редко, особенно если ты только начинаешь. Потом у нас есть, просто есть кто-то на каком-то этапе уже достаточно близком к финалу, а есть кто-то, кто какие-то темы менял. Это очень живой процесс, и здесь как бы предсказать очень сложно. Но все по-разному пишут, разножанрово и разнотематически. Вот. Ну, учитывая, что это 10-дневная программа, только 10 дней, то здесь как бы наша программа, как бы наша цель минимальная — это первые 3 сцены и синопсис, описание, которое в тот момент, когда как бы авторы будут дописывать что-то, это может меняться. Но просто чтобы театр и, в принципе, мир знал, о чем может быть история, то описание в обязательном порядке делается. Вот вы мне скажите, можно вот за столь короткий срок научить писателей? Нет. Но можно дать инструменты, которые помогут как бы научиться это делать. Потому что пока человек не напишет пьесу, он ничего не может, как бы, он не научится. Первая пьеса может быть шероховатая, вторая пьеса может быть с шероховатостью, но третья уже будет такая, как бы, все лучше, лучше и лучше. Потому что появляется опыт. Ну, Татьяна Лазуева, да, у вас? Да. Танечка, ага. Написала пьесу, да? Да. Ой, что такое? Почему? Ну, с пьесой, да, Я сейчас пришла? тоже пыталась. Название есть рабочее? Да, и ты здесь фигурируешь. О, Блогер называется. ладно, спасибо большое. Да. Спасибо.